марте месяце первый раз мы встретились, обговаривали общие вопросы. Я-то говорил о том, чтобы какой-то транспорт был облегчающий передвижение до минеральных вод, дальше, потому что у нас многие ездят там, я же говорил, учатся, и студенты наши. И минеральные воды это ведь такая связка, и железные дороги, и аэропорт, и поезда, и, то есть и автотранспорт имеется в виду автобусы. И когда высказал, то Сергей Александрович, я даже не знал, что можно, я искренне вам говорю, он говорит, а вот ласточка-то есть. Ну, я тут уцепился, вот прям вам говорю, руками, зубами, не знаю. Так и говорю, Сергей Александрович, ну вот как он сказал, 5 минут не прошло, я говорю, Сергей Александрович, как вот, можно ли вообще это? Поэтому, если от марта считать, вот считайте, ну, месяцев, наверное, сколько там, 6, полгода где-то мы этим, и постоянно. И второе, я-то ждал просто, и мы ждали все. Ну, а Сергей Александрович работал, и он постоянно мне звонил. Говорит, ну вот эта ситуация, вот это. Потому что это в какой-то мере за этот период это было сложно сделать, как мне объяснил специалист, как Сергей Александрович и другие. Но все-таки я искренне, почему говорю, благодарность наших жителей искренне, потому что это было короткое время сделано, было конкретно сказано. И последний мой разговор был 28 или 29 августа, Сергей Александрович говорит, ну все, жди, я сообщу дату. И вот больше радости у меня не было, потому что, вы знаете, на машине ехать, на автобусе, это же определенные сложности есть. Там в любом случае пересекаем 3 административные границы для жителей. Ведь это все сделано, это же не просто вот туристически, так сказать, раз-два поехал. Это не компанично, это системно, ежедневно будет поезд ходить. И дальше уже, как Сергей Александрович сказал, по наполняемости, я так понимаю, а у нас будет наполняемость, убежден в этом. Ну и другое, мне очень понравилось, что гибкость расписания, вот гибкость, мы обговаривали. И было сказано, что опрос будут делать, уже даже бланки есть, как объяснили. Их будут раздавать пассажирам, они будут писать свои, потом будут выводы делать, ну, анализ какой-то. И будут предлагать тот, который удобный. Ну, я не знаю, ну, еще вот эти условия, которые мы можем даже выбирать, там, ну, если мы захотим, то есть большинство, если будет там, да, то можно изменить. То есть гибкость графика, она возможна. И это здорово. Мы уже обсудили этот вопрос, наверное, один из первых сегодня таких поездов и маршрутов, когда именно нет такой фиксированной точки отправления и прибытия, а с первого же рейса в течение недели будут опрос пассажиров проведен, и наиболее удобный график, слава богу, здесь регион позволяет изменять влево-вправо начало, окончание движения поезда. Поэтому график будет максимально приближен к потребностям пассажиров. Но Кисловодск мы сейчас уже рассматриваем, потому что прибывающая ласточка из Назрани минеральные воды, если тот наш опрос приведет к тому, что это будет удобно нашим пассажирам, то там просто происходит стыковка с поездом, который идет дальше на Кисловодск. Если мы увидим, что будет большой поток именно отсюда, на Кисловодск, то никакой особой проблемы у нас не будет продлить поезд до Кисловодска. Это все будет зависеть от желания пассажира. Позволяет этот график менять, делать его наиболее удобным. Мы действительно обсуждали этот вопрос. Первоначально Сергей Александрович искренне сказал, что возможности и вот за этот период мы пустим ласточку. В последующем Сунжа это надо испытать. Это же, понимаете, мы же не пользовались этими железными дорогами. Там специалисты, они должны допуск делать. Я как в авиации служил, я говорю, допуск должен быть полетом, да. Также и к езде, наверное, передвижение железнодорожного состава. Надо исследовать. Я думаю, тут много не будет, если от Слепцовской станции, он историко-архитектурный памятник, мы его восстановили. Мы сами восстановили его. Я имею в виду станция Слепцовская. А вот железную дорогу, ее надо проверить. Это уже другой вопрос. А последующий вопрос, который касается, естественно, раньше мы тоже обговаривали с Сергеем Александровичем, что поезд Баку, Ростов, Москва был, он шел через Махачкалу, Грозный, Назрань и дальше.
Это тоже обговорялось. Но Сергей Александрович сам скажет, но скажу, что было высказано мнение, что это не 1 год, может 2. Вот так, чтобы рассмотреть этот вопрос, а потом уже принимать какие-либо решения. Это уже руководство будет решать, понимаете? Нам сегодня это тоже нужно очень. Было бы очень хорошо, потому что если мы едем в Махачкалу, а у нас тоже там учатся студенты, у нас тоже там есть учебные заведения, которые многие у нас выезжают. У нас ведь молодежи-то много. Поэтому это тоже вопрос такой, который бы я и сейчас попрошу Сергея Александровича, чтобы он не забудет, это я уже убедился, чтобы мы рассматривали этот вопрос, а что требуется или что мы должны сделать, как глава, как правительство наше. Мы все сделаем, это прям при всех заявляем. Планы, конечно же, есть по восстановлению. Сегодня праздничный день и рассказывают всю полностью технологию, которая должна произойти, чтобы этот участок стал пригодным для движения. Работы ведутся. Это и проектные работы, это и очистка всего того, что там осталось, и многое-многое другое, то, что приходится сделать. Конечно же, будет, но нужно время, потому что это большие-большие вложения, чтобы все это сделать.